Новые условия для качественного учебного процесса предусмотрят для школьников Карабулака. Там возводят школу на 320 мест. Это будет долгожданная замена ветхого учреждения 60-х годов постройки. Тамара Хашагулькова расскажет о проекте здания и на каком этапе его возведения. Опытный сантехник Муса Аплеев проводит отопление. Работать на этом объекте Муса начал около месяца назад. Возводить школу начали на месте учебного заведения, построенного еще в 60-е годы 20 века. К работам приступили еще в середине прошлого года. За этот срок сделано немало. Основные строительные работы уже завершены. Уложена кровля, проведена разводка отопления. Сейчас на очереди отделочные работы на всех этажах. Стяжка уже закончена. На первом этаже они перешли сейчас на второй этаж. Делают стяжку. Ну и вслед за ним сразу же у нас идет плитка, половая плитка пойдет. В принципе, вот такие виды работы. Согласно проектной документации, трехэтажное здание будет отвечать всем современным стандартам. А на прилегающей территории появится зона со спортивными и игровыми площадками. У нас кровля идет металлочерепица, красивый цвет будет. Фасад у нас вентилируемый фасад из керамогранита. Ну, теплоизоляция идет, потом уже керамогранитом будем облицовывать полностью. Вот, с рустами, белые русты у нас будут по колонну, по углам идти везде. Вот у нас представлено футбольное поле в таком размере. Оно будет с этой стороны у нас, вот, с левой стороны находиться. Затем идут для старших классов малоигровые зоны идут, для младших классов малоигровые зоны идут. К слову, фасад новой школы уже четко вырисовывается на фоне высоких деревьев. Жители близлежащего микрорайона ждали этого события давно. Ведь отсутствие образовательного учреждения доставляет массу неудобств не только детям, но и родителям. Все дети у меня разбросаны по всему этому Карабулаку. И в второй, и в четвертой, и в третьей школе у меня дети учатся. Я вообще не успеваю дома ничего делать. Я вот езжу за этими детьми, собираю их целый день. В 3 сменах они у меня учатся. Это вообще кошмар. Новое и современное на смену старой и обветшалой. Ждать осталось недолго, успокаивают подрядчики. Но со сроками сдачи объекта до сих пор еще не все ясно. Школа готова только на 65%, хотя открытие по плану должно состояться 1 сентября. К слову, за процессом строительства следит специальная рабочая группа, в составе которой представители местной администрации и депутаты горсовета. Подрядной организации были даны определенные замечания, поставлены сроки по сдаче объекта. Но нам бы хотелось, чтобы объект к 1 сентября был готов и принять наших детишек. Но, как заверяют подрядная организация, к 1 сентября они не успеют, но до конца сентября они заверяют, что объект будет готов к приему детей. Все сроки сместила эпидемия, оправдываются строители. Поэтому сейчас стараются работать ударными темпами, так сказать, наращивая обороты. Успеют ли они к сентябрю обрадовать школьников или детям придется ждать до октября? Вопрос пока открытый. Тамара Хашагулькова, Магомед Белакиев, Новости 24.